пассажир прибыл на первый путь в первой платформе. Богданчик, возвращайся, тебя здесь ждут. Сейчас будем топить баньку, будем общаться, будем, короче, зажигать, пацаны. Спасибо. Спасибо, не булька. Ну что, каранчики, всем здрасте, всем добрый вечер! С вами снова ваша любимая программа «Кто Николаев» и, как всегда, ваши любимые, точнее мы, он, Влад Горжак И Петька Пушкин! Здорово, Ка! Всем привет, мы начинаем наш 8-й влог. И сразу же с интересной идеей. Петька, озвучивай. В чем наша основная проблема? Наша основная проблема в том, что у нас нет достойного Продюсера? Нет, достойного технического оснащения. А на достойное техническое оснащение нужны что? Правильно. Финансы. Денежки нужны. Поэтому мы решили объявить сбор, чтобы купить компьютер. Нет, друзья, вы не подумайте, мы не нищие, нет. Ну, понимаете, что техника дорожает, а зарплата, которую мы получаем здесь, на моей Удмуртии, и включая наши разъезды, она не позволяет нам даже приобрести второй комплект GoPro. Поэтому мы ходим только с одним. А нам же надо еще Петьки, Лехи и всем артистам. Правильно? Да. И поэтому я думаю, что мы объявим сбор. Ты реквизиты укажешь, я думаю, да? Это куда все скидывать? Да. Мой телефон указан, карта привязана. А сейчас мы идем встречаться с человеком, который недавно у нас в эфире выиграл суперприз. Кто следил за нашими новостями, кто смотрел эфир, тот, наверное, в курсе, что на прошлом эфире мы раздавали подарочки. Заветный подарочек, фирменные варежки, браслетики, 4 календарика уходят в руки Анастасии. Сейчас мы к ней спускаемся. Эх, Настенька, как тебе повезло. Та-дам! Та-дам! Настюха, привет! Нравится эфир? Да. Эфиры очень проходят интересно, вы там все рассказываете. Даже по радио как-то интересно слушать, чем само радио мое слушаете. Спасибо большое. Петь, это нам с тобой, значит, знаешь, такое маленькое предложение открывать свое собственное полноценное радиоисторика. Да. Будет круто. Мы тебя поздравляем, ты стала счастливой обладательницей наших фирменных подарочков. Так, браслетик, варежки и 4 календарика. Спасибо большое. Все, круто. Спасибо. Здравствуйте, друзья. Здесь Буреч. Мы сегодня красивые, нарядные, приехали к Аленушке в белых кроссовках по грязи. Идеально все. Кто там у нас? Данилка. Здорово! Здорово, брат! Здорово! Так, давай пару слов на удмуртском. Давай! Смотри, там кто там стоит, рыжий такой-то. Банька здорово. Банька-то топлена? Нормально. Вот видишь, топится, видишь? Дымите. Смотрите, какой я дома, в галошах. Так и выступать надо на сцене-то, а ты наряды себе нашел вот эти. Аленка! Поздравляем вас с рождением. Спасибо. Леш, говорят, на тебя похоже. Да, на Лёшка похоже. Это же Ктоника, только вы все повязано. Так, а что подарок-то притыл? Вот это. Вот, Данилка, тебе маленький презент. Спасибо. Алкоголь я потом тебе отдельно передам, чтобы мама не видела. Ребенок рождается, ставят бекче, самогон по-шкирски. Давай половиночку. Ну, с рождением, чтобы у вас семья крепла, богатела, ну и радовала всех остальных, всех нас. Ура! Так вы что, пора уже на полставки ставить меня? Ну тогда, пошли. Ну давай. Наоборот, ты себя снимаешь. Набрали профессионалов. Друзья, на прошлой неделе у нас прошел эфир, а сегодня мы раздаем крутые подарочки. К нам пришел Дмитрий. Пойдемте дарить счастье. Брат, здорово! Здорово. Как жизнь? Конько. Торжественно тебе вручаю. Заслужил, молодец. Вот такие, друзья, хорошие люди приходят к нам на Эктонику, слушают Эктонику и поддерживают. Слушайте Эктонику, камон еще. Друзья, поднимаем извечный вопрос по поводу Go-Go. Я знаю, что вам не нравятся наши девчонки. Вот сейчас к нам пришел Дмитрий, и мы у него спросим. Дим, ты же был на наших вечеринках? Да. Ты видел, какие девочки у нас танцуют? Да, видел. У нас есть два типа. Это наши маленькие
в национальных юбочках. Коротышки. И такие модели с голыми попами. Длинные ножки. Да. Ты за кого? Блин. Пускай тогда лучше удмуртки танцуют. Маленькие, но удмуртки наши. Да. Вот. Все, друзья. Если вы не согласны, пишите нам. Петь, ты что думаешь? Ты знаешь мое мнение? Ну, он за это, он, видишь, сам маленький, поэтому ему не нравится длинноногий. Ладно, брат, спасибо тебе. Все, давай. И на Open Air обязательно. Смотри, я буду тебя ждать. Хорошо, приеду. Горожанчики, это был Дмитрий. Он послушал наш эфир и получил подарочки от проекта «Эктоника». Вы тоже слушайте нас. Подписывайтесь на наш Инстаграм, на наши паблики ВКонтакте и на Ютубе тоже. А где же удмуртский язык, Петр Николаевич? Татын. Здесь, Лэр? Погоди, меня интересует. Откуда у тебя такая прям моднячая куртка красного цвета? Она чуть-чуть это... Ну, ты знаешь, какая... Сластит? Да, Сластит? сластит. Ты и так слащаво смотришься, а с этой курткой ты прям вообще такой прям... Ну смотри, вот в нашем проекте слишком много брутальных мужчин. Так. Должна же быть все равно изюминка. Это я и Саша Ашина. А я-то думаю, изюминка проекта я. Тьфу, блин. Друзья, заметили, как светит солнышко? Это хороший день для того, чтобы делать приятные вещи. Мы будем дарить подарки, браслетики. Будем спрашивать у людей, знают ли они удмуртский язык. Они называют одно-два слова на удмуртском языке и дарим браслетик. Погнали! Здравствуйте, можно вам один вопросик задать? Как вы относитесь к удмуртскому языку? Не знаю. Да нормально относится. Давайте вы говорите одно слово на удмуртском. Вот, правильно, держите вам подарок. Вам спасибо. Здравствуйте. 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 Как вы относитесь к удмуртскому языку? Ты знаешь, нравится? Нравится? Да. Давай пару слов на удмуртском, и я тебе дарю подарки. Здесь буреч, бежаной шьес. О, спасибо. Все, не задерживайтесь, проходим, мы раздаем, да. Дальше. Как вы относитесь к удмуртскому языку? Никак. Никак? Ну, а хотя бы какое-нибудь одно удмуртское слово скажете, я вам дарю браслетик. Нянь. Да. Нянь, это что у нас? Хлеб. Правильно, держите. Спасибо. Вот, друзья, помаленьку изучаем удмуртское. Вы говорите пару слов на удмуртском. Я дарю подарок. Любое, может. Я не знаю. Ну, любое слово. Давайте тогда поздороваемся на удмуртском. Скажите, деть бурень. Здесь бурешь. Все классно. Молодцы. Сейчас мы, друзья, встречаем Евгения с дочкой Анечкой. И как раз вот вместе с мамой, с Людой. Какие чувства? Непередаваемые ощущения. Спасибо вам огромное. Мы просто вообще не знаем, как вас благодарить. Ну, всех ждем в гости, чтобы лично обнять. Только вот это можем сказать. Рад видеть. Ура! Мы счастливы! Да. Друзья, это Мария Викторовна, и она сегодня нам хочет вручить благодарственное письмо. Правильно? Правильно. Впервые в этом году в республике прошли все российские любительские игры. События мирового, даже, наверное, масштаба. Зажили народ, который не отходил своей последней песни. Да. До салюта. В этом большое вам спасибо. Друзья, вот такие вещи очень приятно получать, вешать на стеночку и каждый день смотреть на свою, так сказать, стену почета. Потому что это, на самом деле, это вдохновляет, это надо. Поэтому дарите это каждому. Когда стена закончится, еще бывают потолки почета. Сидишь такой в кресле в удобном и смотришь на потолок. И не надо голову разворачивать. Будем к этому стремиться. Будем работать. У Марины есть еще одна очень хорошая и замечательная новость. Рассказывай. В этом году, в течение всего года у нас будет проходить республиканский фестиваль удмуртской культуры Даургур. Это масштабное, друзья, событие. Почему масштабное? Потому что более 15 событий в рамках этого фестиваля пройдет в течение года. Более 300 участников в нем будут принимать участие. Все те, кто поют, играют, творят на удмуртском языке и для Удмуртии, и про удмуртскую культуру. Друзья, вот здесь будет ссылочка на сайт
где можно посмотреть это положение, принять участие. Обязательно приходите, если даже вы не играете ни на каком инструменте, но вам интересна удмуртская культура, посетите целый год. Поэтому каждый найдет время и возьмет для себя что-то нужное. В социальных сетях хэштег Даургур или Удмфест. Вот он, красавчик! Смотри, вот мы с тобой знакомы уже не первый год, у меня вот такой вопрос. Так как ты работаешь с умными людьми, ты писал диссертацию. Ты ее написал, кстати? Да. Но Вот. не защитил. Но не защитил. Поэтому ученый Вот степени скажи мне, нет. почему каждый год после зимы приходит лето? Все так циклично в нашей жизни. Потому что девушки надевают мини-юбки. Все, друзья, все. Это был Богдан. Увидимся в следующей серии. Друзья, мы начинаем нашу любимую рубрику «Проход с Бричаловым». Шутка. Сегодня проходочка у нас будет с Богданчиком. Это жвачка. Сегодня мы что с тобой делаем? Новую заставку. Новую заставку. Да, друзьяшки, мы сегодня будем писать наш заглавный джингл к радиопрограмме «Эктоника Лайф». Все слышали, что там безбашенное музло, жесткие запилы, как мы любим, но без вокальных вставок. Поэтому мой любимый стихоплет, рукотворец Богдан Анфиногенов написал красивые слова. Ну, никогда нельзя заранее говорить о том, что ты делаешь. Вот, так что сегодня услышим, посмотрим, и вы это сами будете все лицезреть. Погнали! Сделай так, как? Вот так. Типа, е! В смысле? Вот так, е! И по камере, тихонечко. Е. Ты мужик, брат. Сейчас похоже уже на Петю в эфире. А что там какой-то шум Это идет? Богдан вздыхает. Где? Давай еще. Эй! На мясо как раз. Давай. Это мы можем. Леди и джентльмены, ну я смотрю вас, время пришло, мы свой термос, национальный вопрос, танцевальный зачет, мы начинаем новый отчет! Эктоника любит вас! Эфирин, Меджак, это Пушкин и Гордак, диджей Дудай, вместе с нами зажигай, Меджак, Эфирин, да ты кто таких, удмуртский драйв, Эктоника Лайф! Национальный фестиваль под открытым небом. Продажи билетов на сайте «Хочу билет».